о разном, о важном и интересном в программе «Абхазский путь». Мои гости – это люди, о которых говорят. Ангелы пролили на них много света. Лука Гаделя и Барас Кужба готовы отвечать на мои вопросы. Мне кажется, что в Пицунде особый климат, в нашей Пицунде, особая природа, и люди тоже особенные. Я воспринимаю Лука вас и Бараса как пицунских парней, скажем так, пицунские ребята. В самом начале нашего обсуждения хотелось бы обратить внимание зрителей на то, что в вашей творческой биографии, вообще в биографии, несмотря на разность в возрасте, вы оба молодые, но все равно разница в возрасте есть, да, есть очень серьезные, возможно, не случайные какие-то совпадения. И первый момент такой особенный, на который хочу обратить внимание, это тот момент, что вы, Лука, родились в Санкт-Петербурге, а Барас родился в Анкаре. Затем вы выросли, возмужали и встали на такой серьезный творческий путь именно в Пицунде. Поэтому беседу хотелось бы начать именно с вашего пицунского прошлого. Давайте немножечко вспомним и расскажем об этом. Да, спасибо. Конечно, Пицунда в первую очередь является моим домом. Я воспринимаю этот город своим родным. Несмотря на то, что да, я родился в Санкт-Петербурге, но вот так волею судеб произошло, что родители были в тот момент в Санкт-Петербурге. И у меня просто в свидетельстве о рождении написано Санкт-Петербург. Я там не жил, и никто из моей семьи никогда не жил в Петербурге. До 7 лет я жил в Творчале, войну мы перенесли там в блокаде. И уже в послевоенные годы мы приняли решение, что надо получать и образование, и мы как-то вот решили выехать из Творчала в Пицунду. Была довоенная квартира, переехали, и я пошел в школу, и в 13 лет в Пицунде, опять же, в нашей музыкальной школе. Кстати, в Пицунде одна музыкальная школа? Одна музыкальная школа, да, она одна. И на тот момент там было очень мало педагогов, конечно, было все неустроено, но все равно дети тянулись, и педагоги, и то маленькое количество педагогов, которые работали, они старались из школ привлекать как-то, то есть старались, так сказать, детей привлекать к музыке, и я был в том числе, мне было уже на тот момент 13 лет, я уже был как бы подросток, и я расценивал это просто как такой любительский... Вообще получается, что с Барасом вы одну и ту же музыкальную школу закончили, правда же, если там одна? Конечно, да. Я начинал заниматься музыкой в этой школе просто для себя, потому как мне самому хотелось, и, в общем, я думал, что это будет просто такое хобби, ну, там, в компании сыграть какую-то известную мелодию, скажем так. А потом, вот, что называется, затянуло. Был хороший педагог, который приехал после там, долгих лет отсутствия, и вот Пицунда, да, дала такой толчок, скажем так, это музыкальная школа в Пицунде, дала толчок к именно профессиональному развитию моему. Поэтому, и так как музыкальная школа располагается на территории нашего заповедника замечательного, храмовского, этого храмового комплекса. Мы, естественно, слушали концерты, и ходили на концерты органные, и слушали, эти звуки органа долетали в открытые окна, то есть мы вот на одном пятачке, что называется. Поэтому, конечно, само место... Вот интересно, это же послевоенный период, да. Вы мальчишка совершенно, да? Вот, да. Как это происходило? Как-то это стихийно? Или же кто-то все-таки говорил, что надо пойти на орган, надо пойти послушать музыку? Или музыку вы вот проходили и слушали? Нет, изначально в 6 лет меня отвели в музыкальную школу в Творчале, выявили, в общем, данные, и меня приняли в эту школу творчальскую. Приняли там в мае, скажем, а в августе, к сожалению, началась война. И, то есть, изначально данные были, мне хотелось. И вот весь этот период послевоенный до моих 13 лет у нас не было инструмента, была такая неустройство жизни разного характера. То есть
где-то там в глубине сидела, то есть когда там показывали по телевидению или где-то там исполнение, именно пианисты мне нравились, да, как бы, да, Пианисты, да, да. ага. Я все равно слушал, не переключал, и как бы вот А было кто-нибудь это. из семьи, вот из Нет, родственников нет, вообще говорил, вот, никак. не ориентировал на музыку, на Нет, это? абсолютно. Абсолютно не ориентировал, и музыкантов не было, и, в общем, как бы, я говорю, даже дома не было инструмента. Но вот, может, помните, а может, это трудно запомнить сам момент, но когда вы поняли, что вам интересен именно орган, вот какой-то вкус у Да, вас, вот конечно, звучит красиво, да? прекрасно помню, и в первую очередь мне, как, в общем, да, подростку, мальчишке, мне было интересно, там же очень много механизмов, да, там очень много кнопочек, рычажков, и мне еще было интересно с точки зрения, как это устроено вот механически, да, то есть Ну, это же не просто, вообще да, сложный орган. Есть да, сложнее инструмент, да. чем орган? Да все сложные, они Все все сложные, сложные? все по-разному, по-своему, как говорится, у всех разные. Просто орган, он настолько, так сказать, сложно устроен механически именно, то есть там очень много деталей, деревянных и, так сказать, всяких приспособлений, рычажков, которые передают от клавиши к трубе, так сказать, звук. И то есть это вот именно заманчиво было еще понять его структуру. Помимо Ну того, да. что у нас в Пицунском храме, благодаря этой феноменальной акустике, ты получаешь вот такое вот истинное наслаждение от звука, мне еще вот было интересно именно вот механическая составляющая этого Ну инструмента, да, так вот как он, я да, сейчас поинтересовалась, думаю-ка я да, 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 посмотрю, что представляет собой этот да, да, инструмент. да, Конечно, да, и терминологию какую-то я уже да, да, поняла, какие-то регистры, да, да, трубки, да, там целом да, мануалы, знаешь, что да. педальная Да, да, клавиатура, да. Ну клавиатура да, и то для есть игры педальная клавиатура, это руки, там, тоже шок был, да, то есть да. на рояле там, да, ну 3 педали максимум, которые не издают звуков, а используются в качестве приспособлений для обогащения обертонами. Тут у тебя целая клавиатура, надо играть ногами, как? Ну тут мне был интересен этот процесс именно еще чисто механический. Механически. А вот Да. звучание, И вот, звучание. Я говорю, что да, вот в первую очередь, конечно, вот, может быть, если бы я услышал орган в сухой акустике, вот в концертных залах часто акустика, скажем так, не блещет, и во многих филармониях я выступал, где установлены прекрасные инструменты, но они очень плохо звучат, к сожалению, за счет того, что акустическое пространство этого помещения, оно очень сухое, оно резкое, и звук, вот, ну, неприятно его, можно сказать так, долго слушать. а Пицунский А в храм, ну, Пицунском храме, ну, настолько эта акустика в сочетании с органом, орган ведь строили под акустические особенности этого помещения, и они настолько, вот, ни много ни мало, как говорится, если бы он был больше, инструмент, он бы давил звуком. Если бы он был меньше, он бы терялся. То есть они создали такой инструмент, который полностью вписывается в это это пространство, в какие акустическое. профессионалы это Ну сделали, да, немецкая представляете? фирма все-таки, мастера акустики, которые приезжали и все это выверяли, каждую частичку. Это, по-моему, в 60-х годах. В где-то. 75 В году, вот у нас 75-м, да? 50 лет органу в 50 следующем лет году, да, органу, уже да, 50 лет звучит интересно. в хорошем Дата очень... состоянии. Когда мне было 6,5 лет, отец, ну, семья наша решила полностью уже вот вернуться на родину. И получается, я повторно пошел в первый класс, потому что я когда жил в Анкаре, я отучился там в первом классе. Это была такая школа международная, где основным языком был английский язык. Да, и потом, когда мы переехали, и мы посовещались с дирекцией и решили, чтобы я не отставал от образовательной программы, и тем более мне было 6,5 лет, и сказали, что можно продолжить, вот, точнее, начать с первого класса. Это была абхазская средняя школа вот, в Пицунде, и вот там я начал свою учебу. Но смог усвоить абхазский, честно? Ну, честно говоря, я точно не помню, потому что было давно, но у меня такое ощущение, будто бы я его, ну, если даже не всегда, ну, вот, осознанным я себя помню, как будто бы я говорил на 3 языках сразу. То На есть 3 вот до 6 языках лет я сразу. говорил на турецком и немного на абхазском, потому что в селах, все-таки вот в Турции и внутри семьи все-таки люди стараются говорить на абхазском языке. Правда, сейчас не знаю это как, но тогда это было еще актуально.
И поэтому абхазский язык, конечно, самый главный вопрос был это грамматика. Да? Для каждого человека вот именно вот мне повезло, что я с 1 класса начал вот именно изучать. И благодаря такой прекрасной атмосфере, потому что в нашем городе очень дружные ребята, и соседи наши прекрасные, я сразу влился в общество. И также я И вообще Пицунская школа очень даже нормально заточена на абхазском языке. Да, огромная благодарность Доне Тачевне. Да, Малия, наш директор. Правда, она уже, кажется, не директор, ну вот. Поэтому и параллельно то, что я еще и занимался музыкой, конечно. У меня вот после того, как я выходил из общеобразовательной школы... В Пицунде одна музыкальная школа. Одна музыкальная школа, все верно. Рядом с Пицунским храмом. Лука заканчивал эту школу? Лука Ты тоже заканчивал, заканчивал? Саид Габейча заканчивал, Валерий Барганджи заканчивал. Это вот все наши, получается, одношкольники. Теперь ты в Москве. Привык к Москве. Ну, Москва, я бы сказал, ультракомфортный город, потому что именно вот центр города, там сложно как бы не привыкнуть. И благодаря тому, что я все-таки знал хорошо русский язык, для меня никакого труда не составило привыкнуть и жить там. И я до сих пор являюсь... Что главное вот в Пицунде вы приобрели, вот, что вам помогает и в Москве чувствовать себя комфортно? Ну, Пицунда, на мой взгляд, это такой уютный камерный город. То есть масштабы небольшие, население тоже не большое. И мы все друг друга действительно знаем. И плюсы это то, что вот есть всегда такое теплое чувство, и всегда приятно возвращаться в родной город, потому что видеть родных людей, и что касается именно и творческого начала, там есть замечательные площадки. Вот одна из площадок — это Государственный концертный зал Писунского храма. Я там выступаю там, с 7-8 лет. И это зал, на мой взгляд, с точки зрения акустики, мирового уровня зал. И у наших детей, и не только у пицунских, да, и других жителей города, есть прекрасная возможность музицировать с детства, что очень сильно, мне кажется, влияет на восприятие вот именно творческое. И Хибла Ливарсона Дирзмава рассказывала о своих воспоминаниях, как для нее важен этот концертный зал, потому что именно там она влюбилась в музыку, услышав орган. Получается, он вообще влияет на пицунское общество очень серьезно, этот храм. И не только на Пицунское, я считаю, что вообще Пицунда, хоть и маленький Там начинается становление звезд наших. Да, и получается, звезд. что, и на мой взгляд, это культурная столица нашей страны. О, интересно. Ну, потому интересно. что летом, ну, практически даже не лето, то там 4 месяца идут постоянно концерты классической музыки. И наши жители города имеют прекрасную возможность... Если ты не глухой и не слепой, мимо тебя это не пройдет, не пройдет, да? И помимо этого, вот прямо в этом, получается, комплексе, вот Великий Питюнд, да, вот заповедник, там находится музыкальная школа. На втором этаже музыкальная школа, на первом этаже музей, где рассказывается, точнее, демонстрируется история нашего города. А Пицунда — это, хоть и, опять же, маленький город, но со славной историей город, потому что это, на мой взгляд, точка пересечения больших цивилизаций. Начиная от Колхиды, продолжая там Римская уже империя, Византийская империя, там Российская империя, да, и Абхазское царство, естественно. И вот ощущается весь этот вот... Оттуда какая-то особость, Пицунды, особость, ну, скажем, Согласен. Энергетическая особость тоже, да. Ну, вот я обнаружила совпадение в вашей биографии с Барасом и в том, что вот вы закончили Сухумское музыкальное училище. Это училище воспитало очень много дарований, очень много талантливых людей и так далее. И, конечно, мой вопрос будет таким банальным. Вот что вы от него получили? Что вам дало это училище? Но я хотела бы более такого искреннего ответа. Да? Вот не в целом, вот хорошо. Вот что именно? Вот с чем это сравнить, то, что дает наше Сухумское музыкальное училище? Вы знаете, в моем случае произошла такая история. Так как я стал очень поздно заниматься профессиональной музыкой, там дети с 6 лет, да, проходят этот этап, школа, потом поступают в училище. Я там в 13 лет узнал, на каких линейках пишутся ноты, и вроде как у меня уже возраст такой, что надо поступать и в среднеспециальное, да, вот, в общем, заведение, то есть в училище.
А мне пришлось вот как бы вот этот период школьно-подготовительный пройти в очень сжатые сроки. И я повторюсь, благо был педагог Светлана Петровна Завилейская, которая, кстати, является педагогом по фортепиано Хибла или Варсовна Герзмава тоже, да. Она приехала в Пицунду, и мы с ней за 3 года прошли всю эту программу, но мы занимались ежедневно по 5 часов. И я к чему? Что мне дало Сухумское училище? Я туда Она, как педагога, поняла, с кем она работает, Ну, да? уже То по есть, прошествии лет она сказала, что да, я поняла, что хоть у тебя нет навыков, но я вижу тот потенциал, ну, у нее многолетняя практика, говорит, я видела тот опытный потенциал, педагог, который да. у тебя был. Я говорю, чего вы со мной так возились? Ну, пришел мальчик, ну, хотел выучить там лунную сонату для себя. Вот. Нет, она вот как бы смогла настроить и смогла разубедить меня в том, что у меня были свои какие-то установки, что, наверное, уже поздновато, ну что это будет, там уже все играют, а я вот только там ноты учу, ну как-то мне уже там 13-14 лет, как-то поздно. Нет, она вот смогла настроить на ту волну, что мы этот период преодолеем достаточно быстро. Ну вот у нас получилось. А возвращаясь к Сухумскому училищу, мы занимались в Пицунде. И последний мой год перед поступлением мне нужен был, естественно, государственный диплом для того, чтобы поехать Дальше, в чтобы Россию, двигаться, да, да, двигаться да. дальше. И она сама приняла решение, она говорит, тебе надо, значит, экстерном закончить училище. Мы приехали к ней, к Нинель Борисовне Бжане, обсудили, и я действительно очень благодарен училищу. Я год там проучился, всего лишь 1 год вместо 4, да, то есть мы вот финальный курс взяли. Это другой совершенно, этот год мне дал совершенно другой кругозор, потому что все-таки мы с ней вдвоем занимались, можно сказать, всеми предметами. Сольфеджио, гармония, то есть вот сопутствующие предметы, она мне все по мере своих, так сказать, сил теоретических давала. Но в училище прекрасные педагоги и по теории, и по, так сказать, музлитературе. То есть вот те пробелы, которые у меня были, мы за этот год восполнили с этими педагогами. И плюс педагог по фортепиано по специальности Елена Георгиевна Карабулат. То есть у нее совершенно другой подход, совершенно другая школа. То есть это тоже очень важно периодически заниматься с другими педагогами, чтобы не однобоко развиваться и не однобоко мыслить только вот в одной направленности. У Лены Георгиевны Гнесинская школа, у Светланы Петровны все-таки как бы другая ветвь. И у них есть кое-какие различия. И мне как-то за этот год удалось вот взять еще и у Елены Георгиевны какие-то те знания, которые вот, которых мне не доставало, скажем так. Да, я действительно, опять же, вашими словами, как бы не банально, но этот год был действительно очень для меня важен, потому как, приехав в Москву, у меня уже был определенный багаж. Если бы я просидел бы в Пицунде, если бы мы проварились бы в собственном соку, возможно бы этого не было. Ну, практически училище вы экстерно закончили, Да, можно так сказать. 1 год, 1 учебный Да. год я занимался. И все, и мы поехали в Гнесинскую академию на подготовительные курсы. Я вообще плохо знаю Сухумское музыкальное училище, можно сказать, коллектив, там отдельных людей, конечно, я так Да. просто в приятельских, хороших Да. отношениях, но речь я веду, конечно, не об этом. Вот как педагогический коллектив, вот я его знаю мало, но я знаю много педагогических коллективов в разных учебных заведениях и так далее, но вот из вашего рассказа и у меня сложилось такое впечатление, что там есть главное. Там да, знания могут быть в разных коллективах Да. и в учебных заведениях и так далее, но там важно, наверное, то, что они, когда видят талантливого человека, они С его очень большим ведут. Они его пониманием, ведут. да, да. Они его ведут Да. И с пониманием к тому, что да, есть пробелы, но их возможно восполнить при И во многом, должном, наверное, так сказать, благодаря да. этому коллективу у нас вот Да. такие вот звезды, которыми мы можем гордиться и гордимся. Во-первых, мне очень повезло, что я практически находился под личным контролем моего преподавателя Нелли Борисовны Бжани. То есть практически все предметы я так или иначе посещал один. Это своего рода были частные уроки внутри системы. И поэтому, конечно, в Сухумском музыкальном училище я получил базу. Благодаря своим преподавателям я себя чувствовал комфортно в Москве.
и я не ощущал того, что я отстаю от других. То есть это было совершенно спокойно и приятно. И наше училище находится в хорошем состоянии, но, на мой взгляд, потихоньку приходит время, когда уже нужно менять кадры, потому что наши учителя, и как и мы все, не вечные люди, и нужно думать, я думаю, что даже, наверное, с точки зрения государственных каких-то структур, о том, как помочь вообще нашему училищу. Это не только условно ремонты, да, или там новые инструменты и новые кадры. Обновление кадров. Да. Это необходимо вообще для любого учреждения культуры в нашей стране. Да. Но в целом училище для вас это... Конечно, это для меня родной мой дом, да, и я горд, что там учился, потому что список выпускников и список преподавателей — это все-таки большие имена, и я счастлив, что продолжаю именно вот эту линию. Следующий мой вопрос касается Международного музыкального фестиваля. Наверное, логично, что проходит он в Пицунде. Я как понимаю, это второй, да? Вот Второй уже? год, да, Барас организовывает этот фестиваль, и нам очень приятно, что именно в Пицунде. Конечно, у нас и площадка позволяет и принимать гостей такого уровня, и публика ходит на эти концерты. И нам приятно, что мы, абхазские музыканты, тоже принимаем участие наряду с вот приглашенными гостями, гастролерами. Мы также принимаем участие практически во всех концертах в рамках данного фестиваля. Ну, у Бараса, как у художественного руководителя и директора фестиваля, я, наверное, спрошу вот нечто немножко другое об организации и еще чего-то. Как вы думаете, это вы ведь тоже получаете большой опыт от проведения вот таких вот мероприятий, да? Нужны какие-то дополнительные усилия, там, скажем, с анонсированием, рекламированием и так далее, для того, чтобы зрительский зал был переполнен? Я скажу так, на опыте своих концертов просто, да, не фестивальных, а концертов, которые я даю ежегодно, вот я подсчитал тоже, пока ехал, господи, уже 19 лет я играю в этом соборе концерты. То есть вначале у меня были концерты участия в сборных, в составе коллективов наших замечательных, камерного оркестра, государственной хоровой капеллы, солистов филармонии. Потом через какое-то время у меня появились мои сольные концерты. И я наблюдаю такую тенденцию именно, уже опираясь на опыт проведения сольных органных концертов, что в зале есть одна специфика. Все-таки у подавляющего большинства наших слушателей есть этот пунктик, что зал органный. Мы же все понимаем, что в оперный театр ходят на оперу или на балет. Бывают зачастую в оперных театрах проходят и концерты, но они посещаются хуже всегда. Почему? Потому что это специфика. Оперный театр, мы идем на оперу, или я иду на балет, и они заполняются, и это как бы то место, куда идут слушать именно этот жанр. Также у нас в Пицунде есть этот небольшой пунктик, органный зал. Мы хотим послушать орган. Я сейчас не говорю, что именно на меня как бы, да, там вот эти залы собираются. На инструмент, на жанр, на эту музыку. Все хотят услышать этот инструмент. То есть те концерты, в которых орган не участвует или участвует так скромно по времени, да, в рамках всего концерта, они посещаются хуже, чем концерты сольной органной музыки. Потому как, да, вот есть привязка к инструменту и есть привязка в целом к концепции зала, что это органный зал. И так во всех филармониях, которые называются органными залами. Да? То есть, как бы, если это филармоническая площадка, где есть крупный оркестр, хор, там сам инструмент и его присутствие в зале немного нивелируется, ну вот в российских филармониях. Да, есть органные концерты, да, на них ходят, но если концерты проходят, например, в соборах, где я тоже часто играю, в крупных католических, лютеранских соборах, там тоже разного жанра проходят концерты, но все равно органные концерты посещаются гораздо лучше. Ну, безусловно, надо... Относительно вот вашего вопроса, нужна ли дополнительная реклама, конечно, я считаю, что анонсы, реклама — это очень важная составляющая в работе любого
любой площадке. Сейчас, простите, еще, значит, такой нюанс. Я в этом году себя попробовал как организатор тоже мероприятий, но в площадке не в Абхазии, а в Москве. И я понял, что площадка не раскрученная как концертная. Это библиотека. Ленинская библиотека знаменитая. Да. Там прекрасный зал, замечательный конференц-зал с убранством, с колоннами, такой сталинский ампир, все замечательно, акустика, сцена. Но народ не привык туда ходить на концерты, потому что они знают Ленинскую библиотеку как место получения знаний. Я 4 года туда ходила. Вот. И никто не знает о том, что там есть конференц-зал прекрасный, и там проходят концерты. И я понимаю, что только такая активная реклама сможет эту площадку раскрутить как нечто иное. Поэтому и в нашем случае я считаю, что если проводить какие-то концерты, фестивали, не органные, потому что у нас-то органный фестиваль тоже ежегодный уже очень много лет проходит. Ну, и да, он пользуется огромной популярностью за счет того, что органный зал, органный фестиваль, куча органистов, и, в общем, он собирает практически всегда аншлаги. Если проводить фестивали другого жанра, конечно, нужна более активная информационная поддержка. Спасибо. Наш фестиваль уже прошел 2-й раз, и, на мой взгляд, у нашего фестиваля есть несколько спектров. Это, во-первых, большое музыкальное событие, во-вторых, это именно повышение в какой-то степени такого урбанистического восприятия для наших жителей города, потому что наш фестиваль именно посвящен нашему городу. И вот первые 5 лет мы договорились с всей командой, что мы будем исключительно заниматься благотворительной деятельностью. Земляки приветствуют Сейчас я скажу. ваши инициативы, Да, потому что и земляки, и жители нашего города, и глава администрации города, они не то что приветствуют, а они всячески способствуют проведению нашего фестиваля. ожидания какие? Этот вопрос может быть банальным, но без него невозможно об этом рассказать. Вы, если задумали, вы, наверное, какую-то концепцию выстроили, Конечно, как сейчас принято говорить, какую-то стратегию, какую-то цель вы видите в конечном итоге. О чем этот проект, скажем так? Вот я вот хочу, Да. об этом можно говорить Давайте. очень долго, но начну я с того, что это большое музыкальное событие. Там в нашем городе собираются разные музыканты совершенно из разных стран. У нас в этом году были артисты из 7 разных стран. И многие из них первый раз посетили наш город и первый раз вообще побывали в Абхазии. И приглашать именно наших артистов, а они, безусловно, очень высокого уровня и очень интересные личности, и они в своем первом визите уже получают, такой, скажем, положительный отклик в нашей стране, что очень важно. И уезжая в свои страны, они, безусловно, рекламируют нас. И я думаю, что с точки зрения международного сотрудничества наш фестиваль тоже в какой-то степени проделывает большую работу. Потому что в этом году вот к нам приехала девочка из Китайской Народной Республики, и она продирижировала Государственной хоровой капеллы Абхазии, и наша капелла на китайском языке исполнила произведение. И для нас это интересный опыт. И для нее, безусловно. И я думаю, что когда мы будем увеличивать эти связи с представителями из разных стран, и у нашей страны будет, наверное, большое будущее. Да, то есть вы, занимаясь творчеством, через такие мероприятия, можно сказать, что презентуете нашу страну, пропагандируете нашу страну, культуру и так далее. Действительно, потому что вот у нас есть устав, можно сказать, идеи фестиваля, где для нас один пункт имеет, наверное, самое большое значение, это развитие культурного имиджа Абхазии. Потому что я убежден в том, что в нашей стране огромный культурный потенциал, начиная от культурного наследия, не только в плане архитектуры, и в том числе музыкальное наследие. Наша народная музыка, я считаю, что она уникальна, и нам действительно есть что показывать нашим гостям. И я вообще считаю, что для таких маленьких стран, именно по территории и по населению, мы просто должны всеми силами говорить о своей культуре и максимально ее пропагандировать, чтобы в конечном итоге добиться всеобщего международного признания.
артисты или музыканты, которые участвовали, да, вот в этом фестивале, из 7 стран, вы сказали. Мне интересно, они выступали за гонорар? Ну, конечно же, нет. Потому что наш фестиваль, он только набирает обороты. И помимо этого, практически все артисты, они так или иначе мои друзья, с И они которыми... поддержали Да, они инициативу. поддержали инициативу. И когда я им рассказывал идею нашего фестиваля, о том, как мы все это начинаем и к чему мы хотим прийти, они просто с всплеском в глазах приветствовали и говорили, что всячески будут способствовать этому проекту. Вы-то работаете уже много лет, гастролируете. Надеюсь, что вы не бедный музыкант. Ну, хотя бы, да? Вот не бедный музыкант. На жизнь хватает, На жизнь скажем хватает, так. Да. Да. Конечно, это все, ну, скажем так, не те масштабы, о которых, не знаю, может быть, там думают какие-то. Я не хочу деталей Да, материальной да, составляющей, но я почему это говорю, да. Барас-то вообще, можно сказать, только начинает Да. свой вот этот Творческий карьерный путь и да. так далее, да, но вы заработанные вот сейчас вот на этом фестивале средства решили вложить в концертный зал Да, Пицунского да, второй храма, год, да. в том числе на Конечно. обновление светового оборудования. Да. И я не знаю, чья была идея, но это очень здорово. Ну, инициатива организации фестиваля принадлежит Барасу, и он изначально выдвинул идею, предложил нам поучаствовать в таких благотворительных И вы условиях. поддержали. Ну, естественно, мы все поддержали, потому что нам, ну, я уверен, каждому музыканту, именно абхазскому, этот зал очень дорог, потому что я не побоюсь сказать, что это единственный акустический зал Абхазии. То есть работать без микрофона, без подзвучек можно только в этом зале достойно. Потому что все остальные залы у нас с достаточно сложной для классических музыкантов акустикой. Работать в других залах сложно без подзвучки и работы звукорежиссера. Наш зал обладает вот феноменальной акустикой. Ты приходишь, тебе не нужна Это, конечно, никакая основание подзвучка, для того, конечно. чтобы оборудовать этот храм как положено во всех отношениях. Да, конечно. Да, конечно. вы меня в этом убедили, конечно. Я считаю, что это наш общий долг. Наша страна находится в нелегком положении, да, после стольких лет блокады, после такой вот ужасной войны. Мы все жители, наверное, в первую очередь должны думать о восстановлении нашей страны и потом уже думать о каких-то материальных благах. Потому что без какого-либо духовного начала или без какого-либо доброго начала невозможно дойти до своих, так скажем, материальных целей, потому что в этом нет какого-то всеобщего счастья. Вы участвуете и участвовали в большом количестве международных там фестивалей, конкурсов и так далее. Сейчас вот не буду перечислять, мне кажется, что те, которые вас знают и любят ваше творчество, у кого есть утонченный вкус классической музыки, я думаю, что они вас знают хорошо. Кому это не интересно, и рассказывать тоже, наверное, особого смысла нет. Но я хотела спросить, вот узнать, вот какой вот из этих фестивалей или конкурсов, какой вот, да, серьезно, заметно повлиял на вашу профессиональную самодостаточность, скажем вот так, укрепил ваши позиции вот на этой площадке творческой? Да. Ну, вы знаете, как это ни странно, это был не фестиваль и не конкурс, это был просто концерт в Римской базилике Святого Сердца Христова. Я вот до сих пор, у меня мурашки, вспоминаю этот замечательный собор и орган. Это я впервые столкнулся с таким инструментом, в который встроена клавиатура, и ты можешь управлять колоколами. То есть ты, играя на органе, в какой-то момент включаешь регистр, начинаешь играть, и звучит уже не орган, а звучит целая колокольная система этого собора. И я могу соединить звук органа с колоколами. Я специально под этот концерт, как сейчас помню, даже запись есть в интернете, выучил картинки с выставки Мусорского, где в конце богатырские ворота, и там колокольные перезвоны. И это было просто ошеломительно. И вот до сих пор вот знакомство с этим органом, с этим собором и с этими людьми, которые вот организовывали этот концерт, вы знаете, меня этот концерт очень вдохновил на дальнейшую работу. Потому что иногда бывают спады, когда ты понимаешь, что ну вроде
вроде надо учить, а вроде и не к чему готовиться. Какие-то плановые концерты на площадках, где ты уже играл, и тебя и так любят. И репертуар уже И отработан. репертуар вроде да, отработан, да. и всем нравится, а можно, в принципе, и не готовиться, да. А вот такие концерты какие-то вот знаковые, они тебя подстегивают к тому, чтобы подготовить новый репертуар, что-то новое открыть, сделать какую-то обработку, которая еще не звучала, скажем, на органе. Я очень люблю делать какие-то обработки вещей, которые написаны не для органа, а просто послушать, как это может звучать на моем инструменте. Какую-то встряску серьезную, да, вы получили в результате? Да, в результате это была серьезная встряска, и приходил на концерт, тоже это было достаточно серьезное испытание для меня. Вот я только выпустился из Гнесинской академии, приходил целый класс и профессор Римской консерватории, Академии Римской. Это было, конечно, так. Да, то есть как бы приходят твои коллеги, приходит профессор, да, то есть как бы нужно же быть и на высоте вроде как. Это был ваш концерт Это или был вы мой сольный концерт в рамках. концерт? Да. Как они оценили? Вот что они говорили потом? Да. Ну, во-первых, им очень понравилась программа, потому что я репертуар подобрал таким образом, что я представил помимо русской музыки, вот Мусорского, все-таки у нас школа фортепианная, у всех абхазских музыкантов все равно она ориентирована на русскую фортепианную исполнительскую школу. Но я играл свое абхазское капричо, это то произведение, которое единственное произведение, которое я создал как композитор, ну, псевдокомпозитор, скажем так. Я взял просто все наши самые знаменитые песни народные, ахраща, щищнание, танцевальную, гимн, и, то есть национальный гимн, он в конце звучит. И я сделал такую композицию для исполнения соло на органе. И играл ее во многих странах, потому как, к сожалению, у нас есть и прекрасная хоровая музыка, есть музыка, написанная для оркестра, для фортепиано, для различных инструментов, но нет ни одной ноты, написанной профессиональным композитором для органа. Да. Не знаю, с чем это связано, но как ее приняли? нет. Вы знаете, принимали прекрасно, потому как многие подходили и говорили: теперь мы понимаем вообще, откуда вы за счет вот этих гармоний наших специфических, да, за счет этой мелодики, за счет ритмов. То есть как бы в этой музыке, в принципе, если ты, так сказать, внимательно слушаешь, ты можешь понять и характер народа, и, так сказать, чем он живет, и быт, и уклад. Несколько раз в год все равно удавалось выезжать и поиграть на замечательных органах, потому что, ну, в любом случае органная традиция вся, она в Европе. Желающих стать президентом в Абхазии всегда очень много. А вот желающих стать дирижером, они есть, вот скажем, вот помимо вас, вы встречали таких молодых людей, которые либо учатся на дирижера, либо хотели бы учиться и так далее? Ну, вот, как вам сказать, на мой взгляд, стать дирижером или желать этого, это все-таки не так просто, потому что в первую очередь нужно быть музыкантом. И либо же Вы начинали с фортепиано. Да, я начинал с фортепиано, да, владеть каким-либо инструментом, то есть пройти какую-то базу музыкального образования и потом только задуматься об этом. В моем случае это было как? Я действительно первые 2 года учился как пианист в нашем музыкальном училище, и когда мне стукнуло 15 лет, я встретился с моим первым учителем по дирижированию, с Надаром Викторовичем Чанба. И я с ним занимался не только по дирижированию. Он мне, в принципе, проводил все, так скажем, занятия, связанные с музыкой. Это, возможно, и сольфеджио, это история зарубежной музыки, история русской музыки. И наши занятия с ним длились от 3 до 5 часов. И потом, когда он увидел во мне потенциал, это по его словам, что я могу стать дирижером, и он начал заниматься конкретно в этом направлении. И я последние 2 года совмещал 2 специальности. Это было фортепиано и хоровое дирижирование. Вам дали импульс, вам намекнули, вам сказали, что получится, да? Да, все верно. И вы поверили? Ну, и я начал заниматься. Скорее всего, важнее то, что я начал заниматься. Мое восприятие, дирижер – это лидер. Все верно. Да? Это лидер. Наверное, не каждый музыкант, наверное, может
стать дирижером, скорее всего, тут, наверное, харизм, характер, что-то такое, значит, нужно еще. Вы лидер? Ну, знаете, действительно, чтобы быть дирижером, в какой-то степени нужно и владеть не только музыкальными качествами. Это и лидерские качества, это какая-то устойчивость в плане психологии, это умение искать какие-то компромиссы даже в какой-то степени. Вот сидит оркестр Да. или хор выступает, да? Взрослые, опытные музыканты, Да. артисты, да, и перед ними молодой человек с дирижерской палочкой, который собирается управлять ими. Да. Как воспринимают вас? Ну, потому что когда выходит на сцену дирижер, в первую очередь его рассматривают не как человека, а как музыканта. И сидящие, так скажем, или поющие люди, когда понимают то, что музыкант абсолютно прав в своих идеях, когда он общается гуманно, когда он не диктует свои условия во имя каких-то своих личных, да, целей или личного взгляда в музыке, то происходит наоборот. Напротив, приветствуется такое. Я вот много раз замечал, что когда вот сидит коллектив среднего возраста, и приходит к ним молодая кровь, энергия, наоборот, получается интересный обмен. Ну, вообще, я хотел бы начать именно с цитаты Юрия Тимирканова на этот счет. Все-таки профессия дирижера — это профессия второй половины жизни, говорил он. Потому что все-таки стать полноценным дирижером, стать настоящим дирижером, это мы, мне кажется, все молодые дирижеры стремимся только к этому. И непонятно, когда ты им станешь. Безусловно, с точки зрения навыков и профессионализма, может быть, и все сходится, но дирижер — это в какой-то степени и мыслитель. Ну, согласна. И нужно помимо музыки, да, интересоваться многим. Историей, живописью, там, архитектурой. И это такой вот синтез направлений, где все-таки каждый день ты должен получать новую качественную информацию, чтобы ей делиться со своими музыкантами. И поэтому на меня какое событие повлияло, если возвращаясь вот к вопросу, да? Это, конечно же, конкурсы, это фестивали. Вот мне было 17 лет, я принимал участие на конкурсе в Мадриде, в Испании, как пианист, кстати. Это яркое впечатление. Юных музыкантов в Абхазии нужно в этом направлении поддерживать, потому что всем нам нужен стимул, а стимул в таком проявлении, я думаю, что это большой подарок. Ну, вот это вот событие я могу сказать, что это важно очень. Вы хоровой дирижер или вот есть разница Вот, между... Я вот хочу как раз об этом сказать. Я поступил как хоровой дирижер, и вот в этом году я окончил, и по решению нашего деканата меня выбрали лучшим выпускником года среди иностранных учащихся. На красный диплом вы закончили, да, я знаю. Да, с отличием. Но также последние 3 года я занимался факультативно-симфоническим дирижированием совершенно выдающегося педагога Анатолия Абрамовича Левина. И также он оказал, конечно, на меня большое влияние. А вот 5 лет как хоровой дирижер я учился у заслуженного артиста Абхазии, между прочим, у Александра Владиславовича Соловьева. Мы живем в век новых технологий, Да. там, мобильной связи, интернета и так далее. И вы работаете на 2 страны, живете тоже, Ну, да. наверное, да, вот на Да. 2 страны. Интернет вам помогает, не помогает? Вот как-то какая-то особенность Ну, знаете, влияния? в моем случае, я думаю, в случае многих музыкантов, в первую очередь есть плюс, а он огромный, это доступность нотного архива. Потому что, когда я только начинал свой творческий путь, не было, эта сеть была не так развита, и у нас не было возможности, так сказать, в общем, где-то
какие-то интернет-кафе, я помню, были, туда заходили, на 15 минут что-то брали. То есть как бы сейчас, сидя дома, прекрасный есть огромный нотный архив, Petrucci Library называется, международный. Он в совершенно свободном, бесплатном доступе. И там огромное количество литературы, которую я никогда бы в жизни не нашел, потому что подавляющее большинство библиотек предоставляют этот архив бесплатно этому проекту, и они его сканируют и выкладывают в сеть. И ты совершенно спокойно можешь добывать любую литературу любой страны совершенно бесплатно. Это, конечно, огромный плюс, потому что когда я только начинал учиться, мы как-то там фотографировали эти ноты, ксерокопировали. Это было не достать, надо было куда-то ехать, какие-то почты, письма. Вот. То есть в этом плане, вот в плане выбора репертуара и, в общем, нахождения этого всего, этих материалов стало гораздо проще. И плюс огромный, конечно, в том, что теперь мы можем, вот я, например, для себя, я обожаю слушать, есть такой цикл передач «Радость музыки», называется, американская органистка Диана Биш. Долгие годы, она до сих пор жива, ей за 80, она до сих пор ведет эту передачу. Она ездила по всему миру и записывала небольшие короткие произведения на органах. Ну вот во всем мире она их записала. Это был у нее такой цикл, он до сих пор есть. И то есть он сейчас попал в сеть. Все эти выпуски за все годы. То есть я могу как бы совершенно свободно смотреть репертуар, потому что у нее громаднейший, обширный репертуар. Слушать эти органы, смотреть, какие она делает специфические регистровки. Совсем другие возможности. Совсем другие возможности. Потому что раньше мы слушали, я помню, когда я в музыкальной школе занимался, у нас был этот проигрыватель, пластинка, которая шипит, хрипит на иголочке. Вот. То теперь вот как бы если брать какие-то положительные аспекты, то это, конечно, вот их можно найти. Мне иногда обидно, когда абсолютно простенькие треки вот в вдруг интернете залетают, имеют раскручиваются. многомиллионные просмотры, буквально многомиллионные, 100 миллионов, 150 миллионов и так далее. А в этом смысле у классической музыки какие возможности? Ну, вы знаете, есть у нас среди наших коллег так называемые блогеры-музыканты, которые тоже набирают и многомиллионные просмотры. Ну, конечно, все-таки особенно если брать органную музыку, это достаточно специфичная музыка, которая, возможно, не то что недоступна каждому, а просто ее нужно понять и как-то полюбить в какой-то момент, понимая, что ведь инструмент может, на этом инструменте можно ведь исполнить не только классическую какую-то там музыку Баха, там, Бетховена, Моцарта, а какие-то современные композиции. Именно поэтому я часто в свои концерты включаю композиции знаменитых композиторов, но кинокомпозиторов. Циммера, например, Ханса Циммера я очень люблю, «Интерстеллар», «Начало». Такие фильмы, которые... Или Людовико Эйнаути. А для чего вы их включаете? Вот я включаю их с одной простой целью. Так как очень многие люди приходят на эти концерты впервые, наша главная задача их не отпугнуть, чтобы они второй раз тоже пришли, чтобы они не сказали, что, боже, как скучно, мы никогда не придем. А вот с вами рок-группы выступают, и иногда рок-хиты вы исполняете совместно, я видела. Да, Волгоградская филармония, это был проект Волгоградской филармонии, их рок-группа «Странники». Ну, просто во многих рок-группах западных орган, но не классический орган, а именно эстрадный орган Хаммонда или эстрадный синтезатор, который подражает звукам органа. Есть и такой. Зачастую он как бы является полноценным участником ансамбля, рок-ансамбля. А мы решили сделать как бы, в общем, а почему бы нам не попробовать не электронные органы или не орган вот такого вот именно. Ну, зрители восприняли просто классно, я вот слушала, зрители восприняли в восторге на ура. были. Да, ну потому что вот этот мощный звук органа вдруг как бы явился такой, не знаю, каким-то связующим таким звеном между вокалистом рок-группой, он как-то вот сплотил это все. Очень важно взаимодействовать, в том числе и в социальных сетях, возможно, с поклонниками, с слушателями. Да? И я считаю, что если грамотно этим пользоваться, и пользоваться для достижения, возможно, целей таких, как привлечь большее количество аудитории на концерты, либо же
заниматься какой-то просветительской деятельностью, что, в принципе, тоже очень важно для музыканта. Это прекрасная платформа. Просто мы живем в веке еще информационного мусора, к сожалению. И поэтому иногда бывает сложно найти что-то качественное. И чтобы как-то беречь себя от этого. С одной стороны, получается, что у Да. талантливого человека появляется много возможностей, да, Да. для того, чтобы себя реализовать, показать там, и так Конечно. далее. А с другой стороны, А с другой стороны, это просто игнорируется тем, что из-за большого потока информации и люди просто иногда не реагируют даже на что-то качественное, может быть, или же стоящее. а как вы реагируете на то, что, вот, скажем, классическая музыка собирает, скажем, относительно не массовую зрительскую аудиторию, в то время как исполнители каких-то треков иногда очень несовершенных текстов, там, музыкальных каких-то композиций, песен, там, и так, я имею в виду и попсу, и все остальное, собирают многомиллионные аудитории. Ну, как к этому относиться? Ну, вот и, конечно, можно ответить, может быть, метафорично. Это как с пищей. Вот условно есть фастфуд, да, Ага. как бы это грустно не звучало. А есть экопродукт, да? Есть экопродукты, есть продукты высокого качества. И в нашем случае мы, конечно, с этим тоже сталкиваемся. И вообще ответить на этот вопрос, это, скорее всего, более даже социологического характера. Мне представляется нелегко, но я верю в то, что музыка бывает либо хорошая, либо плохая. А жанры, ну, это уже, наверное, не так уж важно. Потому что в каждом жанре есть что-то действительно качественное. И да, влияние поп-культуры, на мой взгляд, в большей степени, конечно, разрушающее. Ну и нельзя забывать то, что многие представители поп-культуры именно получали в первую очередь академическое образование. Ну, то есть это люди, скорее всего, понимают, чем они занимаются, и именно и знают, как привлечь аудиторию. И иногда получается это вот именно таким дешевым образом. Ну, потому что когда во главе угла стоит вопрос не духовного блага, а материального, тогда меняются ориентиры в целом Ну, жизни. правила шоу-бизнеса. Да, хлеб и зрелище. Вы обладатель премии «Органист года» 2022. Да. Это в России вы А получили? в Калининграде, да, это премия, которая вручается ежегодно в Калининграде. Было очень приятно, естественно, что отметили. Премия выдается за достижения творческие, участие в конкурсах, фестивалях, какие-то проекты, какие-то абонементы. У меня как раз вот на тот момент уже 4-й год, и он сейчас продолжается, слава богу, абонемент в Малом зале Московской консерватории у нас с Кристиной по 4 концерта ежегодно, вот уже 7-й год. Нам очень приятно, что зал все-таки, скажем так, площадка непростая во всех смыслах, очень ответственно там выступать. Очень приятно, что ежегодно, вот уже на протяжении вот этого отрезка времени нас приглашают и, в общем, доверяют какие-то такие концерты, в которых мы сами можем выстраивать программы. То есть нас никто не ограничивает в там, репертуаре, нам не говорят, что вы сыграете и споете то. То есть мы как бы... Вы сами предлагаете? Мы сами предлагаем, в принципе, всегда идут навстречу и как-то тепло принимают. И, соответственно, эта премия вот вручается за какие-то достижения. Вот. Было очень приятно. И плюс я впервые играл в 22 году в Калининградском соборе. Это тоже замечательный собор с прекрасным органом. Кстати, орган фирмы Шуки, такой же, как у Это нас в как у нас, Пицунде. да. Да, замечательный орган, там 2 пульта, один наверху органа, другой на сцене. Ну, там как бы такие нововведения, скажем так, ноу-хау были применены во время строительства этого инструмента. Ну, напрашивается вопрос, Да. вот вы уже, правда, говорили, что органная музыка больше ассоциируется с Европой, да? Да. Вот, но все же в России какие позиции органная музыка занимает? Я скажу так, она ассоциируется, естественно, она зародилась в европейских странах, но для подавляющего большинства европейцев она обыденная, потому что они ходят в церковь, они ее слушают на службах, там венчания, какие-то более
печальные события, все проходят под звуки органа. То есть для них, для их уха это привычно. Они скорее пойдут на пианиста, на какой-то оркестр, хор, нежели на орган, потому что для них это уже какая-то обыденность. В России диаметрально противоположные вещи. Органные концерты тоже очень популярны, и последние годы, ввиду того, что вот делаются такие всякие коллаборации, как вот сейчас мы говорили, рок с органом, есть там неоклассика с органом и так далее, вот музыка, кино, это именно этот жанр стал набирать популярность, и все-таки он является, этот орган является таким экзотическим инструментом для вот нашего бывшего постсоветского пространства. Не во всех городах он есть. Ну да, необыденным, как необыденный, в Европе. да, рояли везде, вроде фортепиано можно найти. В Европе на каждом шагу органы, на каждом шагу собор. А у нас есть города, в которых даже крупные, вот Ростов, например, да, вот из тех, что вот у нас поблизости, там, вот, например, до сих пор нет органа. Ну, в этом крупных смысле городах, поговорим, да. наверное, об Абхазии, Да. о нашем контексте. Вот Да. я помню, что многие-многие годы нас радовала первая, наверное, абхазская, да, вот органистка Да, Марина Николаевна Шамба, да. Марина Шамба, и потом, когда появились вы, для нас это была такая надежда, что вот появился еще один органист, и какое счастье, что у него это получается, он так талантлив и так далее. Я думаю, что и Марине было это очень приятно. Да, вот и сегодня вы уже признанный музыкант, но хочу спросить, в Абхазии хоть один человек есть, вот последователь ваш, кто заинтересовался бы органом? Слава Богу, что есть. Есть, да? Да, тоже выпускник Пицунской музыкальной школы, кстати. Значит, вы в Пицунде влияете, Да, сильно влияете. Вот много лет назад ко мне обратилась его мама, подошла и сказала, что так и так, парень занимается фортепиано, но нам бы очень хотелось, чтобы он как-то приобщился к органу. Потому что до этого был у меня опыт, я сейчас не буду имен, фамилий называть, тоже очень талантливый молодой человек был, и он выпускник нашего училища. Я хотел, чтобы он связал свою жизнь с инструментом, но вот, к сожалению, так вот, ну, не сложилось, скажем так. Хотя у него были все предпосылки для того, чтобы стать прекрасным органистом. А тут через какое-то время, буквально через пару лет, ко мне обращается вот дама, жительница Пицунды, что сын заинтересован, любит музыку. Что вы можете подсказать? Ну, я их, естественно, сразу направил в наше Сухумское училище, чтобы он получил фортепианную базу. Нам обязательно нужно владеть хорошо фортепиано, потому что это все равно они родственные инструменты. И закончив уже Сухумское училище, мы по договоренности отправили его учиться в Нижегородскую консерваторию, в класс заслуженной артистки России Заряны Скульской, где он благополучно завершил 3-й курс обучения, перешел вот на 4-й, и вот через пару лет он будет выпускником. Он уже принимает участие в ряде концертов, которые проходят у нас в Пицунде. Достойно себя представляет. Будем надеяться, что... Замечательно, Да. замечательно, потому что я об этом парне пока ничего не Да, Валера слышала. Варганжа. Так что это эксклюзивная Да, информация да. для наших зрителей, потому что я думаю, что так же, как и я, многие болеют и переживают за это, Да, потому я, что... я надеюсь, я Да. буду говорить с Нинель Борисовной Бжаня, будем надеяться, что у нас еще будут музыканты, потому что концертов огромное количество, и будем надеяться, что будет развиваться это направление. Человечество живет в нестабильности, в неустойчивых условиях. Хотя кажется, что все это происходит в сфере политики, это все равно Да. чувствует и музыкальный мир, или культура обязательно чувствует все, что происходит с человечеством, с миром. Ну, насколько я понимаю, общепризнанным таким трендом современной культурной динамики многие считают глобализацию. Глобализация везде, глобализация и в культуре тоже. Питер Бергер, это очень известный американский социолог, 15 лет назад, я подчеркиваю, 15 лет назад, он да. говорил, безусловно, есть зарождающаяся глобальная культура, и она по своему происхождению, содержанию, безусловно, американская.
Но мир быстро меняется. Он это говорил 15 лет назад. Вот интересно, если согласиться с ним, можно с ними и не соглашаться, Да. наверное, да, в силу тех процессов, которые сейчас идут, значит, да. Если вот такая навязывается глобальная культура, то, значит, с локальными культурами, с национальными культурными системами происходит другое падение, там, Ну я да, не знаю, угасание, можно вы ли имеете в виду. употреблять слово деградация, но нечто такое. А вы что вот думаете по этому поводу? Ну, я как бы попытаюсь, в общем, с точки зрения именно классической культуры музыкальной, да, оценить его слова, и позволю себе не согласиться, потому что если брать все мировые площадки, я зачастую как бы там смотрю онлайн-концерты различных филармоний мировых признанных, звучит музыка та, которая, так сказать, признана гениальной, и западноевропейская, и русская музыка звучит, и даже звучат композиторы, там, не знаю, менее, так сказать, популярные, но, например, Бразилия, да, Вилла-Лобос очень часто звучит. Если брать какую-то американскую классическую именно музыку в таком понимании глобальном, то ведь композиторов не так много. Ну, кого мы знаем? Вот спроси кого-то, так сказать, человека, который, да, любит музыку, может являться меломаном, и подойди к нему и спроси, каких американских композиторов вы знаете? Ну, навряд ли он многих назовет, кроме Джорджа Гершвина или Чарльза Айвза. Это тоже нужно как-то очень погрузиться в Ну это. да, То есть а Чайковского знают все. Я точно им ничего не отвечу. Да, а Чайковского знают все, а Бетховена знают все равно все. И эти имена, какая бы глобализация ни была, может, в поп-культуре она и есть, наверняка. В поп-культуре, Наверняка. Но вот что касается именно классической музыки, я думаю, что никакая глобализация не страшна, потому как эти гении, они и будут жить вечно. Мне так кажется. А локальных культур, именно национальных, ну, здесь, если брать Абхазию, то я вижу, у нас есть коллективы, у нас есть и танцевальные, и фольклорные коллективы, которые достаточно активно и гастролируют, и находят какие-то, может быть, репертуарные находки. И вот, например, наша хоровая капелла, они выстраивают таким образом свои программы, что они классику перемежают с национальными народными песнями. То есть это как бы эта ветвь никуда не уходит. И что касается глобализации, в целом это такое в какой-то степени, наверное, спорное слово, потому что есть и хорошие качества этого проявления. Допустим, некоторые глобальные вопросы, что касается гуманизма, да, либо же пропаганды гуманистических идей, точнее гуманных, да, это хорошо. А что касается, допустим, проявления в какой-то пошлой, да, степени, это уже плохо. И опять же, возвращаясь к основной мысли, наверное, жизнь — это компромиссы. То есть нам предлагают, у нас есть выбор. Мы либо это принимаем, либо мы это опровергаем. А что касается именно наших реалий, я в Абхазии остро не ощущаю вопрос глобализации. И мы стараемся сохранить нашу национальную идентичность. И я считаю, что наоборот, благодаря плодам, возможно, в какой-то степени прорыва технологий, то, что тоже связано в какой-то степени с глобализацией, мы имеем возможность условно общаться с представителями диаспоры в разных странах. У нас есть прекрасная возможность условно переводить большие тексты вот в Google-переводчике, что, в принципе, лет 5 назад даже было Немыслимо было немыслимо, это, да. да, И немыслимо. это в какой-то степени сводит мосты между людьми. И у нас получается интересный обмен именно опытом, какие-то информацией. И что очень важно, мне кажется, в данном вопросе, в наше время, к сожалению, практически нет власти над информацией. То есть, Правильно сказано. да. И каждый человек может стать каким-то важным голосом, да, в наше время. Благодаря вот технологии, благодаря социальным сетям. И если раньше еще было допустимо, что государственная пропаганда может решать какие-то глобальные вопросы, сейчас это представляется немного иначе. И в случае Абхазии
мне кажется, у нас пока есть некий алгоритм, где мы можем сохранить и свою национальную идентичность и получать плоды в хорошем смысле зарубежных стран. В нулевых годах, Мгм. в нулевых, была такая надежда, но я исхожу из научной, скажем, Мгм. такой литературы, Да. из разных исследований, что культурные элиты смогут изменить все-таки этот сложный мир. В нулевых, а через какое-то время уже эта надежда Угасает. угасает, она уходит, и начали говорить о том, что культурные элиты не имеют таких серьезных очагов для Я того, думаю, что чтобы повлиять на мир, Я думаю, изменить что мир, да. и что нету таких духовных лидеров, которые как-то могли бы на все Повести и серьезно. скрепить. Да, вот Ой, так вот. опять же, конечно, такие вопросы требуют какого-то экспертного погружения, наверное, в тему, может быть, каких-то, в общем, какого-то глобального интереса. Но скажу так, все-таки человеку необходимо это отдушина в виде посещения и театра, посмотреть хорошее кино, послушать хорошую музыку. Это никуда не денется. Другой вопрос, насколько вся эта вот наша культурная элита может в глобальном уровне повлиять на какие-то политические, геополитические моменты. Ну, мне кажется, что навряд ли может. Но вот как бы поддерживать в людях радостное ощущение жизни и, в общем, какие-то интересы, я думаю, что это и наша задача, и задача вообще всех деятелей культуры, в принципе. Действительно сложно уже управлять в вопросах культуры обществом, потому что у человека в какой-то степени есть чувство вседозволенности. И в нашем случае, в случае деятелей культур, мы, скорее всего, ну, иначе и невозможно, можем действовать только мягкой силой. А иногда это просто может игнорироваться и даже остаться незамеченным, да? Потому что, как и мне кажется, человеческая мораль, скорее всего, ближе к упадку в какой-то Ну, степени. наверное, Да. вопрос ценности Вопрос становится ценности, да. ключевым, вопрос ценностей. И в этом отношении это интересная и сложная работа, потому что здесь несколько факторов в развитии личности человека. Это семья, да, это государство, это общество, в котором он вырос. Понятно, что у вас очень напряженный график, много гастролей, много работы, особенно все это происходит на территории России, большей частью, Да, да, вот, большей конечно, части, в конечно. России, но тем не менее в Абхазии тоже вы выступаете Конечно. очень часто, и, скорее всего, вы наблюдаете какие-то тенденции в развитии нашей культуры. Вот Наблюдаю. последнее время, последние годы, вот какие-то тенденции, можно просто назвать их? Вот что-то меняется? Вы знаете, да, меняется. Во-первых, я вижу, если прям отталкиваться просто вот от каких-то моих субъективных, да, моментов, вот просто от моих концертов. Да. Я последние, наверное, лет 5 вижу достаточно много местной публики на концертах. Стали ходить, стали ездить даже, да, то есть не только жители Гагры, Пицунды, с Сухума часто приезжают. То есть люди стали интересоваться, и молодежь ходит, очень приятно. Потом у нас есть ведь конкурсы, направленные на поднятие интереса к классической музыке, это и чичбовские конкурсы, фестиваль «Лира», который в Пицунском храме уже 20 лет, если не ошибаюсь, проходит, Гагарская школа искусств организовывает. Очень много детишек, и очень приятно. Они приводят за собой родителей, родственников. Потом эти люди приходят на концерты. Это как-то вот произошел этот толчок, и стали ходить на концерты. И вот последнее мое, так сказать, интересное мероприятие, которое проходило в Новоафонской пещере, Да. концерт, да, органный. В общем, сложно его было очень организовать. То
Total Soul и Хибла Возба, да, это вот организаторы этого У мероприятия. нас был репортаж, я помню, очень Да, вкусный такой репортаж да, был, и да. само пространство, конечно, совершенно феноменальное, и звук, и акустика. Но я к чему? Что, да, там небольшой зал для зрительской посадки, да, ну, 99% это местная публика. Несмотря на то, что это пещера, несмотря на то, что это сырость, этот зал располагается по центру маршрута, то есть туда надо еще умудриться дойти. Люди пришли, и очень многие до сих пор пишут, а когда же повторение? То есть у людей потребность вот, в музыке, в каких-то вот таких вот мероприятиях, которых их как-то обогащают. Но я хочу сказать так, в нашем случае нужно делать всегда что-то новенькое, что-то интересненькое, какую-то изюминку должен иметь концерт, либо программа, либо локация, как в данном случае, да? Да. Был бы такой же концерт где-то, ну, в филармонии, например, или там, не знаю, на какой-то площадке, более обыденной для этого. Возможно, бы люди не собрались, а тут вот как бы все сошлось. Вот тут локация, вот это повлияло. Непочатый край работы в том плане, что вот вы подчеркнули, что местных зрителей стало больше. Правда, больше. если наблюдается такая тенденция, это замечательно, это очень важно, но ведь в разных странах над этим работают. Нам кажется, что это само собой должно Нет, быть. конечно, как же, над этим надо работать, и с да, детства работать. да. Я вот обратила внимание на высказывание Майкла Джексона. Ну, все его знают, я поэтому Да, его понятно, да. вот привожу, потому что все его знают, вот популярнейший, да. И он говорил, что моя первая любовь — это типа классическая музыка, что в детском саду мы слушали Чайковского. Обязательно, И конечно. вот это можно взять на вооружение в том Необходим смысле, детский что... абонемент, я считаю. Да. Именно абонемент. Не просто там концерт раз в год, а чтобы эти абонементы проходили на базе, там, не знаю, каких-то залов, филармонии, театров, где угодно. Но чтобы это был музыкальный абонемент, который бы, в общем... Ну, для начала, наверное, все-таки нужно понимание. Мне показалось, что культуру следует более тесно связать с образованием. Конечно, Когда Джексон говорит, что Да, в детском школе, саду в мы детском слушали Чайковского, вы представляете? Да. Вот мы не особенно же об этом думаем. Да. Если родители хотят и понимают, что ребенок должен получить музыкальное образование, даже не для того, чтобы он потом Да, стал карьеру музыкантом, сделал, конечно, это да. уже хорошо, что они понимают, что для общего развития Да. это нужно. Но сама система образования не предполагает такое музыкальное воспитание детей. И потом начинаем думать, почему в филармонии нет людей, почему Да, так почему люди мало не людей ходят, пришло на такую музыку. Я хочу сказать в первую очередь о положительных качествах, именно вот в вопросах культуры нашей Давайте. страны, потому что это важно. Важно. Потому что у многих людей есть ощущение того, что как будто мы находимся в какой-то яме, в каком-то болоте, но это совершенно не так, потому что сравнивая с другими странами и сравнивая именно с финансированием других стран в вопросах культуры, я считаю, что абхазский народ проявляет волю в вопросах культуры, потому что в процентном соотношении в нашей стране очень много артистов. Да, я не буду говорить о качестве, да, это сейчас, наверное, не так важно, но тем не менее их очень много. И я считаю, что это все-таки говорит о каком-то генетическом начале, стремлении именно вот к творчеству. Все-таки наш народ, то, что мы можем анализировать, да, в своем прошлом был очень музыкальным, очень творческим. Это проявляется даже в быту. Наши свадебные обряды или же обряды, связанные там с другими вещами. Это говорит нам о том, что мы оставили, как абхазский народ оставил целый, так скажем, пласт таких вот культур. И мне кажется, что в наше время очень важно говорить именно об этом, именно говорить о нашем народном творчестве. И мне кажется, нам есть что как бы изучать. И возвращаясь к тому, что какие есть новые тенденции, да, во-первых, очень много ребят поступают в зарубежные страны и получают там образование.
именно вот я говорю за творческие вузы. У нас есть скульпторы, режиссеры, есть архитекторы, есть дизайнеры, есть актеры, есть пианисты, которые учатся в вузах вот, России. Сейчас очень много, кстати, молодежи Очень много учится, молодежи. очень И много наша молодежи. задача объединиться вокруг одной идеи, что касается Абхазии. Как нам коллективным образом помочь нашей стране? Я забыла задать один важный вопрос Луке. Какое место в вашей жизни занимает вера? Мне кажется, это важно для Конечно. художника, для музыканта, для вас. Я бы ответил, скорее всего, на этот вопрос. Я считаю, что для каждого, наверное, мыслящего человека вера, наверное, это главное, что есть. Потому что без веры, в принципе, и нет смысла существования. И совершенно сейчас не важно конкретно во что верить. И именно главное в этом вопросе, наверное, сила веры. Потому что верующий человек, он априори в какой-то степени и сильный человек. Потому что у него появляются ориентиры в жизни, ценности, в какой-то степени границы, которые не дают ему, так скажем, самоуничтожиться. И, безусловно, мне, как музыканту, вера очень помогает. Потому что вера имеется в виду конкретно даже какие-то, возможно, проекты. Да? Вот у нас вот прошел Пицунский фестиваль, и мы всей командой действительно верили в этот проект. И верили в то, что это в какой-то степени изменит культурную жизнь в лучшую сторону нашей страны. И, в принципе, мы уже видим какие-то итоги и действительно очень рады этому. А что касается веры, каких-то уже вопросах там, религии и прочего, это, конечно, тоже отдельная тема для разговора, тем более у нашего народа очень, на самом деле, интересный опыт в вопросах Ну вот для вас религии. лично вопрос религии, он очень актуальный или есть? Я думаю, что вопроса религии нет, но вопросы духовной составляющей – да. Потому что для меня это не всегда одно и то же. И наш абхазский народ, в принципе, в нашем языке проявляется наша духовность. Говоря вот апсы, да, апсы – это душа. И то, что страна наша называется страной души, либо же апсабара, да, апсы, абара, то, что видит душа, то, что в переводе означает природа, либо же хасшас, то, что мы говорим. То есть Да. все это вас интересует, Ну, конечно. это все вас занимает. Потому что будто бы с земной жизнью все понятно, а вот Да. что дальше, это вечный вопрос. И, конечно, мы об этом очень часто думаем в кругу друзей. И, ну, я в большей степени склоняюсь, конечно, к тому, что все-таки важное, наверное, самое, что есть в жизни, это вопрос энергии. Да, именно изучение этого вопроса, наверное, главное, что есть. Скорее всего, вы ближе к философии. Ну, в какой-то Ближе к степени, да. философии. Сетевое общество, мы все в интернете, в социальных сетях и так далее. И вот там квази-социум такой, вот люди научились общаться на каком-то жаргоне, на каком-то таком языке, на котором раньше, по крайней мере, культурные люди, интеллигентные люди не общались. Я почему вот такой вопрос, он как бы не вписывается, не совсем вписывается в то, что мы говорим, потому что мне интересно, потому что когда мне мои близкие, знакомые и так далее, с кем я переписываюсь, они тоже начинают писать на таком жаргоне, я в шоке. Мне пишут не сейчас, а мне пишут сейчас. Понимаете, я была удивлена, думаю, я отстаю, я правда отстаю от времени. Да, я вот поэтому хочу спросить, вот это время вас в этом смысле ассимилировало? Вы используете вот такой жаргон? Редко, но использую. Например, что? Потому что я могу сказать все норм, да, вот это. Ну, все норм. Да, Вместо это нормально. спасибо, СП. Да. Ну, то есть вы какие-то такие сокращения просто удобные. Да, сказать, что я
полностью перешел. Ну, причем это только вот в письме, может быть, ну, в общении, в интернет-общении, так сказать, в прямом диалоге, в живом диалоге никакой жаргон не вошел в мою жизнь, никакие слова, которые сейчас молодежь некоторые слушаешь. Но этот жаргон так легко вас не завоюет, я так да. думаю. Это И от ты не человека понимаешь, тоже зависит. что это слово означает, да, когда вот... Да, иногда. Трудно даже расшифровать иногда Да. в коммуникации, вот с друзьями, с кем-то там и так далее, в переписке и прочее. Вы используете жаргон? Вот типа вы не пишете никогда «сейчас», вы напишите «сейчас». Вообще Ну, вы подвержены вот такой быстрой ассимиляции? Молодежь очень сильно подвержена. я, кстати, вот, наверное, все-таки нет. Я вообще в целом стараюсь часто не сидеть в социальных сетях, и я в основном придерживаюсь именно живому диалогу. То есть у меня нет такой нужды в целом вести общение в социальных сетях, поэтому я, скорее всего, нет. Но это, знаете, что это, скорее всего, как вирус. Вот жаргон и нецензурная лексика, вот как вирус поступает в организм человека, да, как он развивается и в итоге приводит к уничтожению. То же самое и в вопросах лексики. Если человек не будет лечиться от этого, то и он в какой-то степени будет объединяться. Есть поэты, мыслители, ученые. Я давно это слышу. И первый раз услышала от Александра Блока, который говорил, что вся наша жизнь — это случайность. Да. И во мне это засело, и я все время думаю, неужели все случайность, все да. случайность. Потом я начала, дальше читать, совершенствоваться и так далее. Я встречаю совершенно противоположное мнение, что ничего случайного нет. В Академии Гнесиных вы встретились с Кристиной, познакомились там, да, со своей супругой. Мы, кстати, с ней еще не знакомы, я имею в виду или лично, но я планирую такое знакомство из оценок, скажем так, экспертных в этой среде, культуры, музыки и так далее. Я знаю, что это талантливый человек, сопрано. Вы часто вместе выступаете. Но мой вопрос заключается в следующем. Есть какая-то соревновательность, соперничество, или это исключено? Но мы же люди все же. Абсолютно нет, потому как, во-первых, у нас разные, так скажем, инструменты, да, а во-вторых, действительно, мы очень часто, наверное, Кристина — это самый близкий мне человек и в жизни, и на сцене, но если брать сейчас исполнительскую стезю, то с ней ансамбли у нас, естественно, это 90% моих ансамблевых концертов, поэтому нет, соревновательности нет, есть наоборот сотворчество, и мы, так как достаточно много гастролируем, нам приходится обновлять репертуар. Волнуетесь друг за друга или в этом нет необходимости? Частенько волнуемся, если это какие-то такие мероприятия, где там, не знаю, нужно выдать все на 100%, потому что в любом случае стараешься, но есть иногда какие-то там, не знаю, такие концерты, где нужно показать прям максимум. Конечно, в таких случаях переживаешь и за себя, и за них, и за все. Живете в каком темпе? Все время бегом, не успеваем. Или все у вас так отлажено, что... Не отлажено. Да? Нет, не отлажено. У нас так все немножечко сумбурно. В том плане, Кто из вас что... более организованный? Ой, надеюсь, меня домой пустят. Мне кажется, я. Да? Да. Это хорошо, если мужчина такой организованный. Обычно наоборот бывает. Нет, но я имею в виду в плане каких-то там репетиций, каких-то там нюансов. Я состою в переписке в основном со всеми филармониями. То есть я веду диалог с администраторами, там, этот весь, А бытовые так сказать. вопросы больше кто решает? Бытовые Кристина, конечно. Кристина, Да, как обычно, да. женщина. Женщина остается женщиной, да, в любом случае. У вас такой возраст, когда мечтается о разном. И у меня такой вопрос. Вы как-то личную жизнь свою, судьбу там и так далее, может, не судьбу, личную жизнь моделируете, скажем,
девушка из другой среды, не вашей, творческой, ну, скажем, ну, там, юрист, математик, я не знаю, она может завладеть вашим сердцем, как сказать, может она на это претендовать? Или вообще вы для себя такие вещи не моделируете? Ну, я думаю, что если девушка хочет претендовать в целом, это уже, наверное, не очень интересно. Потому что, наверное, вопросы такого характера должны происходить само собой, а не обдумывая, либо же рассчитывая. В этом все-таки есть То есть какая-то вы не меркантильность. моделируете ничего? Я стараюсь не моделировать, потому что тогда появляется некая прагматичность в этом вопросе. А в любви не должно быть прагматичности. Музыка глушит печаль. Это говорил Шекспир. В вашей жизни есть печаль? Ну, конечно, как, наверное, у каждого есть какие-то моменты, которые оставили, ну, скажем так, негативный И отпечаток. которая все время с вами? Что бы ни происходило, все равно с вами. Нет, я все-таки как бы вот стараюсь, по крайней мере, искать какие-то положительные моменты и жить этими положительными моментами, их запоминать и, так сказать, оставлять и в себе именно вот какие-то такие, в общем, вдохновляющие воспоминания. Какая-то печаль, вот я ее использую именно в таком единственном числе, вот, да, вот момент какой-то такой, который может вызывать ностальгию, который может вызвать какую-то боль. Вот она связана с детством, с подростковым возрастом? С детством или в основном, с детством? да, в основном с детством. Да, есть, конечно, как бы некоторые нюансы семейные, в общем, состава, скажем, семьи, которые, вот, в общем, как бы иногда задумаешься, было бы, наверное, хорошо, если было бы по-другому. Ну вот есть Но- из детства человек, по которому вы скучаете, но его нет? Ну, конечно, да, это человек, который меня воспитал, моя бабушка, конечно, да, которая вот там, как-то вот она так дожила до моего 18-летия, вот мне там 15 июля Она исполнилось 18 лет, а 20-го она умерла. Вот как-то так вот, как будто бы она ждала. Вообще вас растила бабушка? Да. И как после 18 уже вы сами? Ну, Вы сами? родственники все равно, у меня был круг общения с родственниками, у меня их достаточно много. Когда учились, кто помогал материально? Да, родственники помогали. И в какой-то момент, я говорю, я начал работать в Пицунском храме после окончания первого курса. Ага. То есть я уже стал работать, какие-то деньги появились. С третьего курса у меня начались небольшие, но все-таки гастроли в российских городах. То есть как-то вот потом уже постепенно я, в общем, там стал самостоятельно зарабатывать. И, конечно, мне и очень повезло в Москве, когда я приехал. Абсолютно прекрасные у меня друзья, у которых я и живу, мы живем, можно сказать, по сей день. Но сам факт, то есть я приехал абсолютно вот никого не зная и просто поступил, и мне надо было где-то жить, и с общежитием были тогда проблемы в Гнесинской академии. И тоже вот так получается в жизни относительно вашего вопроса случайности, не случайно. Вот у меня очень часто такое в жизни я наблюдаю на протяжении То своей есть вы жизни. встретили хорошего человека, который... Я встретил семью, которая отдыхала в Пицунде, которая просто мне оставила телефон, сказала, если когда будешь в Москве, там, так сказать, звони, обращайся, какие вопросы. Этот телефон мог потеряться. Это был век, когда не было ни интернетов, ничего, но как-то он сохранился. Я мог позвонить, они мне могли, естественно, сказать, а кто вы, мы вас не помним, ну где-то там Вы когда-то. позвонили, вам что сказали? Да, конечно, да, я говорю, вот поступаю, такие вот такой нюанс, вот как бы сейчас сложности с, так сказать, размещением в академии. На тот момент вот они должны были предоставлять всем абитуриентам жилье, ну вот как-то так сложилось, то ли ремонт, то ли что. Вообще даже вопросов никаких не возникло. Это большая Да, редкость, тем да, более в ты Москве, где, да, вообще типа ты в где, Москве. давай, мы живем вот тут-то. Приезжай. Если сможешь, нет, так мы тебя встретим. Ну, то есть вот как бы вообще. и у меня по жизни вот такие ниточки какие-то. Та же Возможно, вы притягиваете таких я не людей. знаю, то есть как бы да. я вот стал отслеживать, то есть какие-то такие случайные
встречи, случайные, казалось бы, люди, которые, ну вот как бы ты познакомился, ну вроде это какое-то шапочное знакомство, и потом они через какой-то промежуток Появляются в времени вашей жизни. появляются, да. И вот неоднократно такие происходили истории. Мне как-то вот всегда теперь, сейчас, вот по прошествии времени, мне удивительно, как вот эти вот все ниточки связались. Вы знаете, музыка — это действительно лекарство. И опять, возвращаясь к абхазской народной музыке, у нашего народа есть жанр, даже так называемый целительный, где после определенных войн, конфликтов и люди получали ранения. Да, песня о И ранении. песня ранения считается вот именно ярким представителем этого жанра. Это правда, что органная музыка развивает логическое мышление. Но в какой-то степени да, потому что очень много задач перед тобой стоит, как и перед исполнителем. Мало того, что из чисто механических свести руки с ногами, предположим, и запомнить, какие регистры у тебя должны быть включены, потому что ты все равно подспудно каким-то там, не знаю, полушарием, отделом мозга все равно думаешь о том, что всегда стоит ассистент, да, около органиста, он эти регистры нажимает. Ты все равно думаешь о том, а правильно она сейчас нажмет, а туда ли, на ту клавишу, тот ли регистр она включит мне. То есть очень много задач, и у тебя вот в процессе исполнения ты не можешь на все 100% просто погрузиться в музыку. У тебя все равно подкорка еще работает на какие-то другие аспекты. Поэтому, наверное, да. Спасибо большое. А Моцарта играете? Играл, да, и Играли, дирижировал. да. Вот эксперты говорят, что 10-минутное прослушивание музыки Моцарта увеличивает IQ на 8-10 единиц. Даже так вот. Да, называют этот феномен эффектом Моцарта. Надо проверить, кстати Надо говоря. проверить, да. Какой главный, экзистенциально важный для Абхазии, для нашего общества вопрос на этом отрезке Абхазского пути? Свои национальные особенности, колорит не растерять, а наоборот его сохранить, обогатить. И по возможности вот в век интернета нашего распространить настолько, насколько это возможно. Потому что на самом деле у нас уникальная культура, у нас уникальные традиции, и они, я уверен, могут быть и интересны людям из вообще множества стран. Да, наше дело сохранить, развивать Сохранить и приумножить. уметь, наверное, И уметь донести, преподносить, да. донести правильно. Однозначно. Презентовать, надо, как да, сейчас говорят. Ну, к сожалению, да, но нам надо это делать. Путь просвещения. Это единственное, что может нам помочь. И не только, кстати, нашему народу, а всем народам. Я считаю, что мы должны в первую очередь вкладываться в образование наших детей. Как бы это ни звучало банально и популистично, но это так. Потому что многое уже, условно, так скажем, в поколениях старшего, да, поколения потеряно в какой-то степени. Из-за войны, из-за блокады. И сложно, что можно восстановить. А вот что касается наших детей, которые вот только начинают свой жизненный путь, им нужно предоставить хорошее образование, создать здоровое общество, где люди могут созидать, а не разрушать. Вот это очень важно, я считаю. И мне, как музыканту, конечно, я хочу отметить, что и, безусловно, очень важно музыкальное образование для ребенка. В Древней Греции было четкое понимание важности музыки. Насколько я помню, по Аристотелю вообще музыка являлась одним из самых важных предметов. Обращаюсь к зрителям, которые готовы слушать наше интервью, несмотря на большой хронометраж. Мы с вами сегодня общались с музыкантами, интеллектуалами, и мы стали под их влиянием чуть-чуть умнее, утонченнее, добрее. Это был Абхазский путь. Апсварами.